Первый объект, который мы посетили – аптека-лекарь. Фармацевт Илона Павлева рассказала, что на протяжении недели в аптеке нет препаратов для лечения щитовидной железы и сахарного диабета. Кроме того, наблюдается повышение цен на отдельные виды лекарств. Элементарные даже утирокс, эльтироксин. У нас их нету. Цены поднялись на некоторые препараты. У поставщиков поднимаются цены, и также у нас, естественно, поднимаются цены. Не на все препараты, но плавно поднимаются, к сожалению. У нас на старые препараты цены не поднялись. У нас вот остатки, то, что у нас были, мы по старым ценам продаем, и у нас достаточно. Нам на базах отказывают. И когда они будут? Не могут, они не говорят. В некоторых аптеках говорить на камеру отказались, но в личной беседе рассказали, что не все препараты имеются в продаже. В основном это одни и те же лекарства. В аптеках города практически нет препарата эутирокс, искусственного заменителя гормона щитовидной железы. По словам фармацевтов, на базе этих препаратов нет. В республику лекарства в основном доставляют из Российской Федерации. По словам генерального директора РУП «Абхазфармация» Рустама Адлиба, повода для паники пока нет. Медикаменты в санкционный список не попали. Единственное, нарушены кое-какие логистические цепочки, но руководство Российской Федерации этим занимается. То есть на сегодняшний день дефицита такого глобального какого-то нет. Мы тоже, Российская Федерация, в ограничительные меры Абхазию не включила. То есть поставки медикаментов идут в штатном режиме. Что касается дефицита, отдельные позиции, да, высвечивают красным. Но за последние годы на фоне этой пандемии, да и ранее, это в принципе уже, как говорится, для нас привычное дело, что те или иные позиции могут пропадать на рынке. Но обычно эта ситуация решается. Мы тоже занимаемся, есть альтернативные какие-то каналы. Постараемся, в ближайшее время, чтобы эти вопросы были решены. Рустам Адлиба также добавил, что у поставщиков наблюдается повышение цен на лекарственные препараты до 20%. Учитывая всю ситуацию, учитывая то, что валюта тоже скакнула немного, так что это в принципе объяснимая ситуация, объяснимая картина. На сегодняшний день в аптеках пока цены чаще всего старые, еще не все в аптеках не отражены этот скачок, но новые поставки, определенный рост цен дадут. На уровне пока 20%, я думаю, это пока еще не критично. Рустам Адлиба также отметил, что часть медикаментов, которые трудно достать в России, возможно, будет закупить в Турции. У нас пока с Турцией небольшие товарообороты, но определенные позиции, которые попадают в дефицит и что нельзя приобрести в Российской Федерации, находим возможности и оттуда тоже привозим. Так что, в принципе, такая лазеечка у нас есть. Как нам сообщили в Абхазфармации, в столичных аптеках острого дефицита лекарств пока не наблюдается. Причина отсутствия некоторых из них – большой спрос и дефицит в России прямого поставщика в Абхазию. Шазина Ханагуа, Сария Кварасхеля, Алексей Баструков, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.